В среду 29-го вечером, где-то около 8 вечера, к нам постучали, я открыла дверь, спросили, муж ли дома. Вот, зашли сотрудники. Насколько мне было известно, это были сотрудники КГБ в гражданской форме и сотрудники милиции. Они были в форме милиции. Вот, и задерживали моего мужа. Меня впечатлили новости по поводу перестрелки на Якубовского, где был убит сотрудник КГБ. И поэтому по результатам этих новостей я сделала пост, который носил просто такой, скажем, информационный характер. Там не было клеветы, там не было оскорблений сотруднику КГБ. Однако, когда начали поступать сообщения о том, что будут задержаны абсолютно все, кто даже хайповался на этой теме, я так поняла, что хайповался, это в принципе что-либо об этом писал, мне поступило сообщение в личку от какого-то мужчины, который не скрывал свою личность. Он в прошлом или сейчас сотрудник МВД, так написано у него на странице. И он написал мне, что мне карантин и чтобы я ждала визита. В связи с чем, поскольку я наблюдаю уже много всяких несуразных ситуаций, я решила покинуть Беларусь, о чем нисколько не жалею, учитывая, что сейчас я вижу, было задержано 120 человек. Только за день установили более 200 таких негодяев. Более того, мы запустили специальный бот для того, чтобы граждане могли такую информацию нам дать. И вы знаете, что за сутки только в ВВД обратилось больше 2000 граждан. И для нас была очень важна их реакция. Улады імкнуцца стварыць дзельцера-тэрарыста і забойцу, каб ён не стаўся прыкладам для іншых людзей у іх памкненню супрацьстаяць сілавым структурам, не сілавым, а карніцкім структурам, менавіта, каб ён не стаўся такім натхняльным вобразам, які будзе правакаваць, падтрымліваць, лепей сказаць, актыўны супраціў і радыкалізацыю ў грамадстве. В четверг, с утра он ушел там на суды, в четверг. И в обед мне позвонил уже на городской и сказал: мама, я задержан. Я еще пыталась, кто и что, он сказал: все потом. Буду в ВВС, он так мне сказал. Уже в четверг к вечеру я пошла, передатчику ему отнесла, он уже там был, в ВВС. А по какому поводу, что и как, никто не знает. Это все так как бы догадываются, что пост в интернете из-за комментариев. Но конкретно я не знаю. Потому что его везде много, и он везде пишет, и так это не боясь, не стесняясь. Наверное, чересчур смелый, и, наверное, много его везде. Неугодный человек. При задержании он спросил, в чем причина. Они ему спросили, в курсе ли вы последних событий в Минске. Он спросил, что случилось. Они ему говорят, что так и так. Он говорит: ага, понятно. И что, они говорят: вы комментарий писали, и все, он ничего не сказал, оделся, что мог одеть. Хотя он говорил: я так понимаю, что меня надолго забирают, давайте я какие-то вещи соберу. Они ему говорят, насколько я помню, как они сказали ему, что почему вы так думаете, может, вы вернетесь быстро. Поэтому, что он успел одеться, то и оделся. И все, его забрали, увезли. Сістэма проста ўжо па факту з'яўляецца ў Беларусі таталітарнай, калі мы кажам пра палітычны кантроль. І гэта дадатковы інструмент для адсочвання меркаванняў, для адсочвання рэакцыяў, пазіцыяў беларускіх грамадзянаў, каб менавіта стварыць атмасферу страха, што фактычна мы можам да кожнага дайсці, кожнага высачыць, і ніхто не скрыецца ад нас.